Это обзор чрезвычайных происшествий. В студии Александр Хавренко. Здравствуйте. В Ленске завершено расследование уголовного дела о непедагогических мерах воспитания, которые применяла одна из работниц дошкольного учреждения. Следствием установлено, что летом 2019 года женщина под видом мер воспитательного характера ненадлежащим образом исполняла обязанности по присмотру и воспитанию трехлетней воспитанницы, что сопровождалось жестоким обращением к ней. Воспитатель систематически наносила ребенку побои, причиняла физические и психические страдания. Все это продолжалось в июне и июле 2019 года, до того момента, пока мать девочки не заметила покраснения и ссадины на теле дочери. Женщина обратилась в дошкольное учреждение, где непедагогическое поведение работника нашло подтверждение. После этого мать обратилась в правоохранительные органы. Обвиняемая частично признала вину, пояснив, что допускала недозволительные методы по отношению к ребенку из-за того, что она была непослушная. Обвиняемая была уволена из педагогического учреждения. Расследование дела завершено. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. В столичной полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» в отношении одного из посетителей ресторана «Крыша». 11 января между двумя посетителями заведения произошел конфликт, в ходе которого 37-летнему мужчине были нанесены телесные повреждения. Потерпевший был госпитализирован, но вскоре скончался в медучреждении. Подозреваемый добровольно пришел в полицию. В дежурную часть столичной полиции поступило заявление от жительницы микрорайона Марха по поводу кражи ее сотового телефона стоимостью 16 тысяч рублей. В ходе проверки полицейские выяснили, что к краже телефона потерпевшей причастен ее бывший супруг, безработный и ранее судимый 25-летний мужчина. Установлено, что в новогодние каникулы мужчина приходил домой к заявительнице, чтобы навестить сына. В это время он приметил оставленный без присмотра телефон и, уходя, похитил его. Мобильный телефон злоумышленник сбыл, а вырученные деньги потратил на личные цели. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В китайском городе Ухань после вспышки неизвестного ранее вируса от пневмонии умер пациент 61-летний мужчина. Еще 7 находятся в критическом состоянии. Подробности рассказывает Артем Сторонов. Первая жертва неизвестного ранее вируса. В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии после начавшейся в декабре вспышки. Ранее у него также были диагностированы опухоль брюшной полости и хроническое заболевание печени. По данным муниципальной комиссии здравоохранения Ухани, в общей сложности неизвестным вирусом заразился 41 человек. 7 из них сейчас находятся в критическом состоянии, 2 выписаны из больницы, остальные в стабильном состоянии. Предварительно специалисты установили, что речь может идти о новом типе коронавируса. Его точную природу и способы передачи еще предстоит определить. У 739 человек, контактировавших с больными, а также у медиков, симптомы заражения не выявлены. Многие из тех, у кого нашли новый вирус, были продавцами или покупателями на местном рынке морепродуктов. Всемирная организация здравоохранения заявила, что не считает необходимым ограничивать международные поездки и торговлю из-за вспышки. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, в стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей.